Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Что начнется с понедельника? Какие события, ситуации, перемены? Загадайте, пожалуйста, на себя и на свое будущее. Так и спросите, что начнется у меня с понедельника. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какая лошадка шикарная. Прям горцующая лошадь тут показана. Не просто лошадь, это пегас какой-то, да, у него крылья. Ну, чудеса. Работа. Работа, которая не только принесет вам деньги, не только будете довольны, но и еще эта работа вас прославит. Либо благодаря этой работе о вас очень много людей узнает. Да? Люди скажут, как она работает, какая умничка, молодец, либо он молодец. Да? И многие узнают, либо придут к вам, да, потом будут вас хвалить, рекламировать. Какая-то работа мне идет, работа. Если у вас по какой-то вот причине так случилось, что вы действительно беретесь за новый проект, либо вы в понедельник выходите на новую работу, знайте, что там будете кататься на Пегасе. Мало того, что вы там задержитесь, так вы еще и прославите, сделаете себе карьеру и хорошие деньги заработаете, и связи у вас будут. Да. Очень хороший знак. Тут воистину пусть так и будет. Если вы уже работаете, то, скорее всего, с понедельника либо какой-то новый проект начнется, либо будет какая-то ответственная работа, которую возложат на вас. А вы мало того, что сделаете, так и еще и нос всем утрете, так еще и имя себе сделаете на этой работе. То есть во благо вам идет. И смотрите, этот Пегас, он скачет слева направо. То есть вы к этому не готовы, вы этого не ждете, вы об этом не думаете, но именно так и произойдет. И если вы работаете сами на себя, то к вам, скорее всего, придет какой-то очень крутой клиент. Мало того, что клиент будет вами доволен, так еще и с собой приведет кучу там людей, своих знакомых, там будет вас везде рекламировать, советовать, давать вам очень классные отзывы. И, возможно, даже в будущем, да, вот благодаря этому клиенту, вы скажете, вот теперь у меня есть все, либо я смог расширить свой бизнес. Ну и также, мои хорошие, если у вас были какие-то проблемы, связанные с работой, либо проблемы конкретно на вашей работе, то с понедельника, благодаря этому Пегасу, все начнет решаться, все начнет устаканиваться, либо переходить из негативного состояния в хорошее, в позитивное состояние. Это не будет вот раз как вспышка, да, и случилось. Нет, это будет плавный переход. Так что, мои хорошие, лошадка вас точно не обидит, да? Очень славный Пегас, ну, я думаю, вы сами его видите, да? Красивейший Пегас, многообещающее как начало, да, особенно в карьере, в работе, в бизнесе. Дальше, мои хорошие, с понедельника с вами какой-то человек свяжется. Человек необычный, интересный. И, кстати, как-то очень интересно выглядит, да, может, там прическа необычная, цвет волос, там лицо какое-то, да, такое одухотворенное, либо наоборот очень симпатичное. Это может быть и мужчина, и женщина. И я вижу, что за этим человеком стоят другие люди. Может быть, это человек, представитель какой-то организации, какого-то учреждения, либо какого-то сообщества людей. У вас будет разговор, я так понимаю. И по итогам этого разговора человек либо сделает вам предложение, либо не сделает. Если не сделает, то, скорее всего, разговор продолжится, и там будет больше каких-то уточнений, больше глубины будет, да, пояснений, больше будет разъяснений, больше будет. Но вот вижу, что от этого человека хоть так вы должны получить предложение. Кто-то сразу получит, а кто-то со временем. Но здесь вам рекомендация отнестись к этому человеку с уважением и серьезно.
Да? Не игнорируйте этого человека, не скипайте этого человека. Наоборот, вот прям серьезно, честно, открыто общайтесь. И желательно даже как-то подчеркивать свой интерес. Да? Вот говорить, что а я очень заинтересована, либо я очень заинтересован, а для меня это важно, а я бы хотела. Да? Вот прям не стесняйтесь. Нет, вы не напрашиваетесь нисколько. Вы просто подчеркиваете свою заинтересованность. Да? Может быть, диалог будет легче складываться между вами. И еще не исключено, что человек, который с вами свяжется в будущем, не сейчас, но в будущем, даже будет с вами поддерживать какие-то дружеские отношения. Ну, приятельские, по крайней мере, точно будут поддерживать. Я вижу, что вы понравитесь этому человеку. Да? Вот прям сможете расположить этого человека к себе. И такая прям симпатия, да, между людьми появляется. И вот со временем этот человек даже может как-то разоткровенничать и даже вам что-то такое вот сообщить, то, что не говорит другим людям. Ну, как говорится, дай Бог, да, главное, чтобы во благо вам это все пошло. Ну, имейте в виду, я вас предупредила, да, открыто, честно, с уважением. Так, еще с понедельника. Смотрите, с правой стороны показано, что вы будете работать над тем, чтобы для самолета расчистить взлетную полосу. То есть это какая-то подготовительная работа для того, чтобы либо куда-то поехать в будущем, допустим, у вас поездка к родственникам, либо вы возьмете отпуск, да, и вам нужно разобраться со своими делами, вам нужно урегулировать там вопросы на работе, в семье у кого-то еще отыграть, да, вы начинаете такую неспешную, но подготовку к будущей поездке, да, к будущему полету, допустим. Кто-то сядет там просматривать маршруты, билеты, кто-то будет, возможно, там заканчивать какие-то важные проекты, которые нельзя оставить, да, без вашего внимания, но тем не менее. И также с самолетом очень часто показывают на мечты и на желания. То есть у вас есть мечта, оформленное желание, и вы с понедельника начнете думать, да, и действовать. Вот как я могу поскорее исполнить свою мечту, с кем надо поговорить, что нужно сделать, где надо побывать, какие усилия нужно приложить, что зависит от меня, что от меня совершенно не зависит. Да, вот какая-то работа. Расчистить для самолета взлетную полосу. И я вам так скажу, выглядит, конечно, легко, но на самом деле придется вложиться, да, придется поработать. Работа и физическая, и интеллектуальная. Так, для девушек с понедельника мужчина начнет действовать. Причем мужчина с длинной какой-то волнистой рукой. Мужчина, который очень будет переживать. Мужчина, у которого вы вызываете прям волнение во всем теле. И мужчина, который, возможно, уже пытался как-то привлечь ваше внимание. Но попытка была, допустим, неудачной. Да? Либо как-то вы не обратили внимания, да, не удостоили внимания этого человека. И я так понимаю, что человек решил еще раз попробовать. У кого-то, вот честно скажу, возможно проявление и бывшего. Вот ни с того ни с сего объявился, там интерес выказывает, там, пытается как-то с вами там сблизиться, да, на что-то вас сманивает, уговаривает. Вот имейте в виду. А у кого-то это мужчина, кого вы знаете, но мужчина, который, скажем так, не вызывает у вас интереса, начнет за вами ухаживать. Причем будет всегда где-то рядом, будет буквально, будет казаться, что он следит, да, из-под земли появляется, там, и дверь вам откроет, и руку подаст, и где-то там встрянет, заступится, и что-то подскажет, и вмешается, и помощь будет предлагать. То есть буквально он везде, да, он так за вами ухаживает, он именно таким образом привлекает ваше внимание. А может, просто решил, буду крутиться под ногами, да, может, она ко мне привыкнет и к себе подпустит. Да, имейте это в виду. Дальше, мои хорошие, у кого-то из вас появится непреодолимое желание заниматься собой, заниматься своим внешним видом, своим здоровьем, своим телом, фигурой, да. Кто-то прям скажет, что мне срочно нужно садиться на диету, да, мне вот надо сбросить. До лета тут осталось совсем ничего, надо сбросить пару лишних килограмм. Кто-то начнет опекаться своей внешностью, там, стрижки, укладки,
окрашивание, опять же, косметолог, уколы красоты, да и не только, да. Кто-то пойдет, закажет себе курс массажа, да, приобретет, вернее. То есть собой захочется заниматься, а это прям очень хорошо. Это хорошо как и для вас, так и для вашего будущего. То есть вы разворачиваетесь в центр себя. Раньше вы все отдавали, время, ресурсы, внимание вы отдавали другим людям, а теперь вы начинаете заниматься собой. Вы обращаете внимание на себя, в центр смотрите. Это тоже очень замечательно. Дальше. Тут у вас троечки вышли. Троечки справа, и троечек очень много. Тройки — это общение, взаимодействие, коммуникации, связи, дружеские связи, всякие там связи по работе. У вас так много троечек всплыло, и они разные. Есть троечки старенькие, есть троечки новенькие. Да? То есть вы, можно сказать, будете на расхват. Разные люди о вас будут вспоминать, вас будут звать, приглашать, с вами будут общаться, а вас будут где-то вот прям включать, подключать, да, какие-то проекты звать. Скучать вам точно не придется. И еще я вижу, что вы очень много времени будете проводить с телефоном. Но не просто там как с гаджетом, да, а именно общение по телефону у вас идет больше, чем обычно. Тоже имейте это в виду. И это не переписка, а больше как живое общение. Да? Ну, живое по телефону, я имею в виду. Не голосовыми, не этими сообщениями, а вот именно разговариваете. С левой стороны показывают женщину. Женщина, которая идет и как будто бы камушки кидает на вашем пути, в надежде, что вы об эти камушки споткнетесь, либо, не знаю, там, подвернете ногу, сломаете ногу, упадете. Мешает она вам, начнет мешать, либо будут какие-то попытки вам навредить от женщины. И эта женщина, я вам так скажу, давно на вас зубы точит, клыки точит. А почему? А потому что вы ее во всем превосходите. Прям во всем. Даже если смотрит меня мужчина, все равно вам будет вредить женщина. Попытается, по крайней мере, навредить. И вы ее во всем превосходите. Ей обидно, ей неприятно. Она считает, что как только вы сойдете с дистанции, то есть у нее как бы конкурентов не останется, да, и вот прям путь к победе сразу же и откроется. Не просто откроется, а ее там, знаете, на руках донесут и на пьедестал поставят и сразу будут награждать. Ну, женщина такого невысокого ума, хотя с другой стороны очень такая пакостная мне идет. Будьте повнимательней. И вообще лучше с женщинами как-то дел не иметь, да, не иметь и не особо верить тому, что говорят женщины. Особенно женщины такие вот капризные, женщины, которые сами себе на уме. Ну, вы знаете кто. Вы точно знаете эту женщину, у вас были с ней стычки, было вот это ощущение неприязни, причем взаимное ощущение. То есть вы понимаете, кто она. И еще вижу, что ее больше станет в вашей жизни. Ну, конечно, чтобы подсыпать вам эти камни, нужно ходить вашими дорогами. Вот прям будет вам встречаться, попадаться на глаза, вот как-то будете ее постоянно видеть. Значит, что я хочу вам сказать. Время непростое, но вы должны его пережить. Вы должны быть максимально сосредоточены на своем пути, на своих действиях. Смотрите под ноги, смотрите по сторонам и никогда и никуда и не спешите. Да? Даже если вас подгоняют, если вам говорят, давай, скорее, побежали, встали, не спешите. Тогда эти камни вам будут не страшны. И если вы работаете в офисе, да, с какими-то документами работаете, никогда и ничего не оставляйте на столе в открытом доступе. Если вам нужно отлучиться, всяко разно бывает, да, все собрали, сложили, под ключ закрыли и пошли. И даже свои личные вещи просто так не оставляйте. Это тоже очень важно. Нет замка, купите какой-нибудь навесной замок, повесьте. А что делать, да? Потому что у вас вот тайный враг в спину дышит. И еще и вредить вам собрался. Раз вас предупреждают, значит, повлияет. Если вы будете меры предосторожности соблюдать, то, конечно же, очень сильно повлияет. Дальше черепаху показываю. Черепаха, которая буквально вот всплывает со дна на поверхность. Это, скорее всего, водная морская черепаха. Очень красиво. Черепаха крупная. И всплывает она, как в правильном направлении. Да? Там есть поверхность воды.
и вот-вот она всплывет. Здесь как большая неожиданность, потому что черепаха сама по себе очень большая. И я так понимаю, что-то, что буквально вы с этим попрощались, вы на это забили, вы об этом забыли. И, возможно, так руками развели и сказали: а ладно, значит, ничего не будет. И тут с понедельника начнет поступать информация, что ситуация возобновилась, либо разморозилась, какие-то движения по этой ситуации. Вот-вот и что-то случится. Да? У вас такое предвкушение вас точно не обманет. Черепаха всплывет. И всплывет она в самый нужный и ответственный момент. Вы потом поймете, о чем речь шла. Черепаха ваша точно всплывет. Задержки будут устранены, либо то, что очень сильно долго тянулось и о чем вы позабыли, наконец-таки не только обновится, но и исполнится. Да? Это самое главное. Дальше, с правой стороны показывают какие-то как путы, наручники. Человек как связан, еще и в наручниках находится. Правая сторона, она ваша, либо это вы, либо важный для вас человек. Вы знаете, с понедельника появится желание биться и бороться, и скинуть с себя вот это все, что мешает. Скинуть с себя эти путы, разбить эти наручники, освободить свои руки и почувствовать свободу. А у кого-то прям в прямом смысле слова именно с понедельника идет такое постепенное освобождение, да, говорят, дороги открываются, а у вас свобода, да, появляется, у вас обременения уходят, да, спадают с вас. Не сразу, не все сразу, да, уйдет, а вот как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот сегодня вы освободите руки, завтра вы там освободите ноги, послезавтра вы себя освободите, да, вот как-то так идет. То, что очень долго сковывало, мешало, обременяло, сдавливало, вот от этого вы начинаете освобождаться. У кого-то время пришло, и тут все вместе совпало, да, и ваше желание, и возможность. А у кого-то прям желание идет, что все, с меня хватит, меня все задолбало, я не хочу быть в ограничениях, хватит меня тут путать, не надо меня ломать, ограничивать меня не надо, я буду бороться за свою свободу. И вы знаете, с правой стороны точно получится, вот прям точно получится. Дальше, мои хорошие, с понедельника кому-то в жизнь удача возвращается. Но возвращается как-то, знаете, по чуть-чуть, по чайной ложечке. Сначала чайная, потом десертная, потом столовая, а потом уже целый черпак будет, да? Возвращается удача. Может быть, это как-то связано со звездами, да, с гороскопами, состоянием небесных тел. А возможно, это связано с тем, что вы проводили какие-то обряды, ритуалы. Может быть, кто-то молился либо за вас, либо вы сами, либо по вашей просьбе кто-то молился. Да? Вот удача начинает возвращаться. Может быть, вот этот сложный период, который у нас был, там ретроградный Меркурий, коридор затмений, это могло повлиять и быть для вас как темная полоса. Хотя на самом деле это не темная полоса, да? Это время осознания, проработки, возврата к тому, что не было закончено, да? И многим это кажется как темная полоса. Но поскольку коридор затмений закончился, Меркурий у нас остановился, да? В другом направлении пошел. И после событий еще какое-то время последствия ощущаются, но вы потихоньку из этого выходите. И слава богу, да. И удача возвращается, вам будет казаться, что вам везет, везет и по-крупному, везет и в мелочах. И с каждым днем вот все лучше и лучше, все лучше и лучше. Вот сутки прошли, и вы думаете: о, да, было неплохо. Следующие сутки вы думаете: о, а это прям совсем хорошо, да, и так дальше идет. Только единственное, не забывайте после каждых удачных моментов, либо удачных ситуаций, хотя бы мысленно благодарить Вселенную, Создателя за то, что вам было так хорошо, да, за то, что вам повезло, за то, что что-то случилось в пользу для вас. Желательно, конечно, делать откупы. Я уже много раз говорила, что откупы могут быть абсолютно любыми. Вы можете как и деньгами откупаться, так и, например, добрыми делами. Также вы можете кормить бездомных животных и также птиц. Вот что на ум придет, либо что вам доступно, да, тем и откупайтесь. Опять же, это опционально по желанию. Никто заставить вас не может. То есть, если вы хотите, чтобы ваша удача прирастала, ее становилось все больше и больше, делайте откупы. Ну и да, благодарить вы тоже, пожалуйста, не забывайте.
Так, мужчина и женщина. Вот странно показали, как будто бы женщина на руках у мужчины стоит. Не сидит, не лежит, а именно стоит. Власть женщины, да, над мужчиной либо будет так, как сказала женщина, либо будет так, как лучше для женщины. Может какое-то противостояние между мужчиной и женщиной, и тогда по-любому победит женщина. Вы все разные, у каждого своя ситуация жизненная разворачивается, но то, что вы стоите на руках у мужчины, это факт. И знаете, мужчина прям совсем не возражает. Либо он принимает эту ситуацию, либо он смирился с этой ситуацией, либо он даже рад этой ситуации. Да, вот как-то так идет. И еще очень часто так показывают, когда мужчина признает свою вину, и мужчина готов пойти на любое наказание, лишь бы эту вину искупить. Также могут показать помощь мужчины в продвижении женщины. Да? Мужчина руки подставляет, чтобы женщину вот куда-то подсадить, либо подкинуть на своих руках. Ну, женщина у меня тут довольная, улыбается. Да и мужчина доволен, почему бы и нет. Если по любви, да, если по взаимности, почему бы и нет. Дальше, мои хорошие, с понедельника. Тут у вас событие как-то связано с прошлыми обстоятельствами. Вы в прошлом где-то отличились, либо как-то о себе заявили, как-то себя проявили. И вы понравились какой-то женщине. Женщина от вас, ну вот в хорошем смысле слова, да, без ума. То есть вы такой вот прям интеллигентной показались, доброй, открытой, простодушной. Знаете, вот прям... Ну, можно сказать, что влюбилась, да, но в переносном смысле слова, да. Она нормальная женщина, вы нормальная женщина. Ну, либо мужчина, если вы меня смотрите. Это не про любовь, это про платоническое чувство. Понравился, да, человек понравился, мне было приятно общаться. Человек поразил меня своей добротой, своей открытостью. И вот эта женщина, она кому-то о вас говорила, причем говорила как-то взахлеб, столько эмоций было у этой женщины. И там вот человек, который вас еще не знает, знает заочно, очень вами заинтересовался. Вот мне идет, что общение продолжится. Общение продолжится. И вас уже как-то по-другому будут где-то принимать, встречать, либо вас куда-то пригласят. Да, вот как-то так мне идет. И я вам скажу, это очень хороший шанс. Это очень хорошая возможность и для вас, и для всей вашей семьи. Особенно вот почему-то для детей мне идет очень хороший шанс. Может там какие-то связи, может там еще что-то, понимаете? Вот не отказывайтесь от этого общения, не отказывайтесь от этих предложений, не отказывайтесь от этих встреч, не изменяйте себе. Вот будьте до конца сами собой. И это и вас, и вашу семью приведет к каким-то вот, бонусам, бенефитам, к чему-то такому, знаете, как подарочки какие-то, да? Скажете, ох, повезло мне в свое время. Ну да, вы встретили по духу похожего человека, человек, который впечатлился вами и говорит, вот столько много грязи, а тут вот такой редкий цветок, да? Давайте дружить, давайте общаться, давайте вместе что-то делать. Вот другим я не хочу помогать, они этого недостойны. А вот вы достойны, вам хочется помочь, как-то, вот знаете, сыграть роль в вашей жизни, вот прям хочется. Я вижу, что общение продолжится. И вы ни в коем случае не отказываете. И даже если вам не хочется, даже если вам некогда, если у вас другие задачи стоят, все равно уважьте эту женщину, и будет вам большой-большой такой вот прям подарок мне идет. Но не только вам, но и вашим близким. Хороший знак. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.